Наконец-то дождался, признается Иса Сампиев. Из-за обострившихся проблем со здоровьем ему требовалась срочная операция и последующая реабилитация. Говорит, если бы хирургическое отделение в Назрановской районной больнице не заработало, пришлось бы скитаться по другим лечебным учреждениям соседних регионов. Конечно, хусхит. Все мы рады. Вот представляешь, мне с этой болезнью надо было ехать в Махачкалу или в Нальчик или в Пятигорск. Я доехал бы до туда, не доехал бы. А у нас вот своя больница. Вот, Мелхоз здесь. На круги своя. Порядка 2 лет НРБ работала как ковидный госпиталь. Но уже с начала марта приказом Минздрава Ингушетии для улучшения качества оказания и доступности медпомощи для жителей и больным с неинфекционными хроническими заболеваниями возобновлена плановая госпитализация пациентов. Докнах нуждается в неврологии. Многие люди в этом нуждаются. Поэтому это сайла неврологии. Обращаются здесь очень отзывчивые врачи, медсестры помогают. Любой время, где можно обратиться за помощью, они помогают. Неврология, кардиология, гастроэнтерология и хирургия. Плановая госпитализация пациентов возобновлена по прежним профилям. Проектная мощность стационара позволяет развернуть около 300 койко-мест. Чаще поступают пациенты с неврологическими заболеваниями, с кардиологическими заболеваниями. Вот этих пациентов больше, чем остальных. В очереди, в листе ожидания они могут находиться 14 рабочих дней. 14 рабочих дней. В листе ожидания плановой медицинской помощи. Но пока у нас таких проблем нет, таких очередей нет. Пациенты поступают, и в день поступления в приемное отделение, если есть у пациента показания госпитализации, их оформляют. Этого ждали не только пациенты, но и сами врачи. Все терапевты и узкие специалисты, возобновившие плановый прием во время подъема заболеваемости ковидом, оказывали помощь инфицированным коронавирусом, работали в тяжелых условиях. Мы открыли отделение неврологическое на 40 коек. Сюда могут поступить пациенты со всей республики. Для поступления в неврологическое отделение необходимо иметь направление от невропатолога по месту жительства. Необходимо иметь тест на ковид, рентгенографию легких. Теперь для госпитализации необходимо просто направление от участкового терапевта и рентгенограмма, потому как некоторые ограничительные меры все еще действуют, к примеру, на посещение больных. Посещение родственниками пациентов у нас не допускаются, но для приема передач мы выделили определенные часы в течение дня. Это с 14 до 16 часов мы принимаем передачи от родственников пациента. Хотелось бы обратиться к нашему населению, чтобы они не приходили, потому что их пропускать мы не имеем права. Ковид сдает позиции, число заболевших снижается с каждым днем. Но полностью выводить коечный фонд не собираются. В НРБ все еще действует круглосуточный стационар на 25 койко-мест, где сейчас лечение проходит около 12 человек, из которых 1 в тяжелом состоянии. Тамара Хашагульгова, Рамзан Зурабов, Новости 24.